Сверим часы по настоящему времени. Из студии в Вашингтоне вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они видятся из США. Дональд Трамп дал первую пресс-конференцию после избрания президентом США. Ответы и вопросы в прямом включении нашего корреспондента из Нью-Йорка. Слушания с пристрастием в Вашингтоне. В Сенате обсуждают кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Вопросы о России, санкциях, Путине, Украине, Грузии, отношениях с Китаем и Кубой и другими странами. Слушания прерывались протестующими. И напоследок я скажу, Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго о достижениях и новых угрозах, Трампе, России, терроризме, Обамакере и собственной семье. Самые яркие моменты в нашем эфире. В середине часа также новости экономики и данные с бирж от наших коллег в Нью-Йорке. Но прямо сейчас дайджест новостей от Рафаэля Исаакова. Спасибо, Роман. В начале часа, как обычно, о событиях в мире и в США. Избранный президент США Дональд Трамп начал свою первую пресс-конференцию после победы на выборах с критики в адрес американских СМИ за распространение информации о якобы наличии у Москвы компрометирующих его материалов личного характера. Как ранее сообщили телеканал CNN и интернет-сайт BuzzFeed, со ссылкой на свои источники руководство разведслужб США уведомило Трампа о существовании компромата в рамках брифинга, проведенного на минувшей неделе. Трамп назвал подобные заявления неверными и вымышленными. Я думаю, это позор, что такая информация была опубликована. Я видел ее, я ее прочитал за пределами той встречи. Все это фальшивые новости, это подделка, ничего подобного не было. Эту информацию добыли наши противники, и вам это известно, потому что вы об этом писали, как и многие другие. Наши противники собрались вместе, больные люди, и состряпали эту ерунду. По данным правоохранителей, сотрудники предвыборного штаба Трампа могли действовать в сговоре с российской разведкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждение о наличии у Кремля компромата чушью. Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация вот таких уток – это полная фальшивка. Нет, у Кремля нет компромата на Трампа. При этом Дональд Трамп на своей пресс-конференции не стал отрицать, что, цитата, «это была Россия», отвечая на вопрос о кибератаках, но тут же добавил, что хакерские атаки на США пытаются осуществить и многие другие страны. На состоявшихся во вторник слушаниях в Сенатском комитете по разведке руководители ключевых спецслужб США подтвердили, что выводы о причастности России к хакерским атакам основаны не только на техническом анализе оставленных хакерами следов, но и на информации, предоставленной агентурой. Директор национальной разведки Джеймс Флэппер пояснил, что опубликована лишь небольшая часть итогового доклада, который содержит секретную информацию. Согласно выводам разведслужб, распоряжение о начале кампании по вмешательству в 2016 году отдал лично Владимир Путин. И одной из целей спецоперации была дискредитация кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Президент США Барак Обама в своей прощальной речи гарантировал избранному главе государства Дональду Трампу мирную передачу власти. Через 10 дней весь мир станет свидетелем символа нашей демократии. Мирной передачи власти от одного свободно избранного президента другому. Я пообещал избранному президенту Трампу, что моя администрация обеспечит наиболее гладкую передачу власти, как это сделал для меня президент Буш. Поскольку мы должны быть уверены, что наше правительство будет в состоянии помочь нам ответить на вызовы, которые по-прежнему стоят перед нами. Выступая в Чикаго, Обама также выразил уверенность в том, что американская демократия будет работать и дальше, назвав среди главных угроз демократии расизм, экономическое неравенство и тенденциозный подбор фактов политиками. Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партии представила на Капитолийском холме законопроект, вводящий новые санкции против России. Наиболее серьезные ограничения разработчики законопроекта намерены наложить на инвестиции в российскую нефтегазовую отрасль. Санкции также должны коснуться финансовой сферы. Среди предлагаемых мер визовые ограничения и замораживание финансовых активов лиц, причастных к организации кибератак. Санкции могут также затронуть иностранные компании, сотрудничающие с российскими предприятиями оборонной промышленности
или разведслужбами. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон отвечает сегодня на вопросы членов Сенатского комитета по международным отношениям. В ходе слушаний по утверждению его кандидатуры Тиллерсон, среди прочего, подверг критике Россию за вторжение на территорию Украины и аннексию Крыма. Однако заявил, что Соединенным Штатам нужен, цитата, «открытый и честный диалог с Москвой, в том числе ради борьбы с терроризмом». Ранее сообщалось о тесных связях теперь уже экс-главы нефтегазовой корпорации ExxonMobil с российским президентом Владимиром Путиным, который в 2012 году вручил ему орден дружбы за вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией. Сегодня же Сенат продолжит слушание по кандидатуре Джеффа Сэшенса на пост генпрокурора США в администрации Дональда Трампа. 22-летний Дилан Руф, убивший 9 человек в церкви в Южной Каролине, приговорен к смертной казни. Присяжные рекомендовали для Руфа смертную казнь по всем 18 пунктам обвинения, которые предусматривают высшую меру наказания. В июне 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской церкви в Чарльстоне и расстрелял из пистолета пастора вместе с собравшимися на религиозные курсы прихожанами. В зале суда Дилан Руф никак не отреагировал на оглашение вердикта, а члены его семьи обнародовали заявление, в котором говорится, что они никогда не смогут понять мотивов совершенного преступления. Американские власти предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег и сговоре брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муну. В обвинительном заключении прокуратуры Нью-Йорка говорится, что Пан Ги Сан и его сын Пан Чу Хён, агент по недвижимости в Манхэттене, рассчитывали получить многомиллионную комиссию со сделки на сумму до $800 миллионов по приобретению комплекса зданий на деньги Государственного фонда благосостояния. Отмечается также, что фигуранты дела пытались воспользоваться влиянием своей семьи для осуществления сделки. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун занимал пост генсека ООН до конца 2016 года, после чего его сменил бывший португальский премьер Антонио Гутерреш. Роман, на этом тебе слово. Да, спасибо, Рафаэль. Пресс-конференция Дональда Трампа. Первая с момента избрания и вообще за последние 167 дней. Это, конечно, главная тема дня в Америке. Победивший бизнесмен-республиканец нарушил давно сложившиеся традиции общения с журналистами, ограничившись до сегодняшнего дня короткими протокольными появлениями перед телекамерами и активным твиттерством. Особое внимание к сегодняшней пресс-конференции было приковано из-за новой утечки из американских разведведомств, предположивших, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Полную версию некого отчета, якобы подготовленного для спецслужб, опубликовал портал BuzzFeed. И отбиваться от новых подозрений Трамп начал еще до пресс-конференции в Твиттере. Все подробности состоявшегося общения Дональда Трампа с журналистами узнаем у нашего корреспондента в Нью-Йорке Михаила Гудкина. Михаила, приветствую. Мне кажется, в общем, напряжение в зале чувствовалось. И главный вопрос, конечно, как Трамп реагировал на все вот эти новые данные о возможном компромате у Москвы? Добрый день, Роман. Да, действительно, вопрос о этом компромате, которым якобы располагает Кремль, оказался главным сегодня, после того, как вчера CNN и другие новостные агентства распространили сообщения об этом. Но если в Твиттере Трамп, комментируя эти сообщения, перешел на крик, то есть все его твиты, посвященные этому предположительному компромату, напечатаны заглавными буквами, то на пресс-конференции он держался достаточно сдержанно и сорвался на крик только один раз. Я об этом потом расскажу. Дональд Трамп категорически опроверг те данные, которые были опубликованы. И эти данные, нужно сказать, я бы выделил два аспекта. Во-первых, это сообщение о том, что Кремль и российская разведка располагают некими компрометирующими личную сексуальную жизнь Дональда Трампа записями, которые были сделаны в гостинице Ритц-Карлтон в Москве во время пребывания там Трампа, когда проходил конкурс «Мисс Вселенная» в российской столице, и также во время его визита в Санкт-Петербург тоже якобы были сделаны некие компрометирующие видеозаписи в гостиницах. Это один аспект. И второй аспект касается контактов уже предвыборной кампании Дональда Трампа с Кремлем,
которые якобы имели место в августе, июле, августе, сентябре этого года, простите, прошлого года, 2016 года, во время предвыборной кампании. В частности, упоминается о том, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн якобы ездил в Прагу и в чешской столице встречался с представителями, опять-таки, Кремля для того, чтобы обсудить вопрос о выплате неких компенсаций хакерам, участвовавшим во взломе сервера Национальной демократической партии. Дональд Трамп категорически опроверг и то, и другое, и вообще заявил, что все эти сообщения не стоят бумаги, на которой они напечатаны. Назвал позором публикацию этих информаций. И по его мнению, он не сказал конкретно, что за публикацией этих данных стоят американские разведывательные службы, но допустил, что это может быть так. И это достаточно тревожный сигнал, на мой взгляд. Но Дональд Трамп, да, назвал позором вот то, что произошло. И давайте послушаем, как он отреагировал на один из многих вопросов о вот этом предположительном компромате, который якобы имеет на него Кремль. I think it was disgraceful that the intelligence agencies. Я думаю, это позорно, что разведывательные агентства допустили утечку информации, которая на деле оказалась фальшивкой. Я думаю, это позор. Этим могли заниматься разве что в нацистской Германии. Вот что я скажу. И эта информация неверная и фальшивая, то, чего никогда не было. Она была обнародована для общественности. Эта куча мусора под названием BuzzFeed это опубликовала. Они еще почувствуют на себе последствия. А CNN раздул это еще больше. Майкл Коэн – это очень талантливый юрист, хороший юрист в моей фирме. Как выясняется, это был не тот Майкл Коэн. Я говорю, покажи мне свой паспорт. Он принес паспорт ко мне в офис, и что я вижу? Он не выезжал из страны. Они говорят, Майкл Коэн из организации Трампа был в Праге. Это был не тот Майкл Коэн. Это позор, и я думаю, они должны будут принести извинения. И прежде всего, Майклу Коэну. Дональд Трамп сказал, что это другой Майкл Коэн, не его адвокат, который ездил в Прагу, его адвокат вообще никогда в Праге не был. И тут интересный момент того, как Дональд Трамп как бы взаимодействует с прессой. Но издание BuzzFeed, это интернет-издание, действительно опубликовало 35 страниц вот этого некоего документа, который содержит все вот эти данные о якобы компромате. Нужно сказать, что телекомпания CNN, которую также выделил Дональд Трамп и назвал ее fake news, этого документа не опубликовала, но CNN была первой компанией, которая вчера вечером вбросила эту информацию, ну, сообщила о том, что такая информация существует, о том, что эти данные были включены в секретную часть отчета разведывательных служб, который был предоставлен Дональду Трампу и Бараку Обаме. Но CNN не опубликовала вот этот документ, данные в котором, ну, согласно всем источникам, не проверены. И даже я могу сказать, что многие журналисты, в частности Ричард Энгл с телеканала MSNBC, говорят о том, что этот документ циркулировал в течение какого-то времени в интернете, циркулировал в Вашингтоне, о нем было известно, вот этот 35-страничный документ. Но что бы ни предпринимали журналисты для того, чтобы подтвердить хотя бы часть тех данных, которые содержатся в этом документе, они ничего не могли найти. И это достаточно странная вещь, то, что журналисты знали об этом, пытались найти какие-то подтверждения этим данным, но не сумели это сделать, и в то же время разведывательное сообщество включило эти данные в свой отчет. Но про что у него следующий синхрон? Дональд Трамп, как я уже сказал, он обвинил CNN в том, что эта телекомпания распространяет фейк-ньюс, и потом между Трампом и корреспондентом CNN на пресс-конференции произошла перепалка, когда корреспондент CNN требовал, чтобы ему предоставили возможность задать вопрос, раз уж его называют представителем фейк-ньюс, и Трамп категорически отказался это сделать. Давайте посмотрим, можно без перевода даже.
Mr. President-elect, Go ahead. Mr. President-elect, Go ahead. since you are attacking No, our news not you. organization, Not can you. you give us a chance? Your organization You are is attacking terrible. our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to ask go. a question, sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state... Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's asking a categorically... question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be. Трамп так и не дал слова корреспонденту CNN, назвал его хамом, который пытается перебивать избранного президента. И, в общем-то, это такой знаковый момент, потому что свидетельствует о том, что между Трампом и, по крайней мере, частью американских СМИ отношения не заладились с самого начала. И, судя по всему, так оно и будет продолжаться. И это достаточно беспрецедентная ситуация для избранного президента. Следует отметить, что Дональд Трамп впервые лично признал, что за хакерскими атаками на Демократический комитет, Национальный комитет Демократической партии, возможно, стояла Россия. До этого он этого никогда не признавал сам лично. Некоторые из его советников говорили, что да, может быть. Теперь он сам это признал. Но, тем не менее, по его словам, это не изменит его стремление наладить отношения с Россией. Хотя он сказал, что не уверен, что это произойдет, но тем не менее он попытается это сделать. Давайте послушаем, что сказал Дональд Трамп о Путине и возможных отношениях с Россией. Если Путину нравится Дональд Трамп, то знаете что? Это преимущество, а не недостаток. И знаете, я не могу точно сказать, поладим ли мы с Владимиром Путиным или нет. Надеюсь, поладим, но есть вероятность того, что не поладим. И если наши отношения не сложатся, то, положа руку на сердце, вы действительно думаете, что Хиллари выстроила бы отношения с Путиным жестче, чем я? Хоть кто-нибудь из присутствующих в это верит? Глупости. Конечно, тема России стала такой действительно преобладающей на пресс-конференции. И отметим также, что 15 минут, наверное, из 75 минут общения было уделено также описанию того, как Дональд Трамп не будет участвовать в работе своей бизнес-империи, как управлять всем будут его родные. Михаил, спасибо. Я думаю, что мы с вами еще будем связываться в течение ближайшего времени. О том узнаете, как американские политики реагировали на эту пресс-конференцию. Примерно 75 минут продолжалась эта пресс-конференция. Михаил Гудкин следил за ней из Нью-Йорка. Ну а пока Дональд Трамп общался с журналистами в деловой столице Америки, в Вашингтоне, в Сенате обсуждали его номинантом на министерские посты. Изначально на сегодня были запланированы слушания по 6 кандидатам, но, как показало вчерашнее заседание с участием Джеффа Сэшенса, вопросов к номинантам Трампа столько, что уложиться в отведенное время крайне сложно. Тем более, что слушания постоянно прерываются протестами. Так было и сегодня, когда показания давал претендент на пост госсекретаря, глава компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон. За слушаниями наблюдал мой коллега Вадим Оленичев. Он выходит в прямой эфир из Сената. У нас сегодня вообще очень много прямых включений. Вадим, приветствую. О чем спрашивали Тиллерсон и сенаторы? Да, Роман, спасибо. Комитет Сената по иностранным делам сегодня рассматривал кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря и, в частности, изучал его многочисленные связи, деловые и личные, в различных странах мира. Дело в том, что поскольку Тиллерсон – это крупная фигура с состоянием в $500 миллионов, с личным состоянием в $500 миллионов, дело, конечно, не в том, что это такие большие деньги, а в том, что 200, более даже 200 миллионов из этой суммы связаны с корпорацией ExxonMobil. В 1975 году Тиллерсон начал в ней работать, а сейчас он является исполнительным директором. И поэтому, разумеется, крупным бизнесменом, у которого есть влияние фактически по всему миру. И вот в данном случае рассматривалось то, не будет ли конфликта интересов, если Тиллерсон займет пост госсекретаря. Я напомню, это очень и очень важная должность в американской администрации. Это глава внешнеполитического ведомства. А, к сожалению, во многих странах мира репутация концерна ExxonMobil далеко не всегда позитивная. Мы все помним, в 1989 году произошел разлив нефти на Аляске, и экологии края был нанесен гигантский ущерб, но при этом многие правозащитные экологические организации были возмущены тем, что концерн заплатил всего лишь $500 миллионов штрафа. Я говорю всего лишь, хотя это 500 миллионов, потому что, например, по данным на прошлый год, которые приводятся в прессе, чистая прибыль концерна составила
составила 20 миллиардов долларов. То есть это, конечно, несопоставимые вещи. Кроме того, в течение 3 лет, с 2008 по 2010, если верить вот данным новостного сайта Mother Jones, корпорация ExxonMobil заплатила вместо положенного корпоративного налога в 35% всего лишь 14%. То есть государственная казна, если верить этим данным, лишилась многих и многих миллиардов долларов. И поэтому, в общем-то, конечно, фигура Тиллерсона противоречивая, хотя общее мнение экспертов таково, что, наверное, все-таки она будет утверждена, потому что на Капитолии здесь Рекс Тиллерсон пользуется очень сильной поддержкой. В частности, 2 сенатора, Джон Корнин и Тед Круз, сегодня на слушаниях выступили и активно поддержали кандидатуру Рекса Тиллерсона. Правда, наверное, стоит упомянуть, это интересный факт, что и Корнин, и Круз представляют на Капитолийском холме штат Техас, где, собственно, и зарегистрирован концерн ExxonMobil. И вот, в частности, Корнин сказал, что Тиллерсон будет играть ключевую роль во внешней политике США в случае назначения, а Тед Круз заявил, что в нем есть тот дух и та мораль, я цитирую, которые нужны сейчас Америке. Вот давайте послушаем отрывок из выступления Теда Круза. У Рекса Тиллерсона длинный список достоинств, достижений и международных партнерств, которые он наладил. Этот список, по моему мнению, делает его весомым кандидатом на пост руководителя Госдепартамента. Рекс Тиллерсон — серьезный человек. Он понимает, что такое быть упорным, и знает, как решать трудные задачи. Вадим, но все же очевидно, что не все законодатели поддерживают кандидатуру Рекса Тиллерсона. Вот в чем, например, претензии к нему? Ну, в первую очередь, конечно же, дело в том, что биография Рекса Тиллерсона дает обширное поле для того, чтобы подозревать его именно в конфликте интересов. В том, что он на государственном посту может руководствоваться не интересами нации, а бизнес-интересами. И в частности, вот, например, NBC News указывает на то, что Тиллерсон является инвестором в различные китайские и российские компании. В частности, он достаточно значительный инвестор в голландской компании Яндекс.НВ, дочерней фирмой, которая является всем нам известный русскоязычный портал Яндекс. Кроме того, также инвестором Яндекса является, например, правительство Российской Федерации, если верить агентству РБК, через Сбербанк. А, например, один из людей из ближайшего окружения президента Владимира Путина, Игорь Сечин, как известно, глава корпорации Роснефть, называется в прессе близким другом Рекса Тиллерсона. Все это, конечно, дает повод для сомнений. Более того, в 2013 году Рекс Тиллерсон был награжден Орденом Дружбы Российской Федерации, и вот тот же NBC News считает, что это напрямую связано с тем, что ExxonMobil получил контракты в России. А в 2014 году Тиллерсон, кстати, выступил против введения санкций в отношении России со стороны Запада за аннексию Крыма. И даже не только демократы высказываются против этой кандидатуры, а, например, влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн, он достаточно запальчиво объявил, что, я опять же процитирую, «Я поддержу кандидатуру Тиллерсона, когда рак на горе свистнет». Вот в такой вот форме он это сделал. И, конечно, Рексу Тиллерсону пришлось сегодня на слушаниях, вот, которые я наблюдал, пришлось отстаивать свои позиции и пришлось доказывать, что действительно он хочет как-то укрепить влияние и авторитет и способствовать интересам Соединенных Штатов на международной арене. Он, в частности, сказал, что будет активно развивать борьбу с ИГИЛ и другими международными террористическими группировками и выступил за открытый диалог с Россией. Вот давайте послушаем, что он сказал. Сегодня Россия представляет угрозу, хотя и было вполне предсказуемо, что страна захочет продвигать свои собственные интересы. Они вторглись в Украину и захватили Крым. Они оказывали поддержку сирийским силам, что является грубым нарушением правил ведения войны. Наши союзники в НАТО правы, когда высказывают беспокойство из-за усиления России. Эта дверь оказалась открыта в результате отсутствия сильного руководства в США. Из-за этого с нашей стороны также были посланы неверные сигналы. Мы отступались от слов, данных нашим союзникам, демонстрировали слабость и посылали противоречивые сигналы, переходя от категорического «нет» к одобрению. Мы не понимали, что Россия думает не так, как мы. Одними словами, наладить непростые отношения, существующие между нашими двумя странами, нельзя. Но нам необходимо провести открытый и честный диалог с Россией о том, каковы ее амбиции, чтобы мы понимали, как нам строить свою политику. Нам нужно обсудить сотрудничество с Россией, основанное по возможности на общих интересах, таких как сокращение мировой угрозы терроризма. Нам стоит обдумать это. И хотя между нами сохраняются большие противоречия, мы должны сконцентрироваться на защите интересов США и их союзников. Россия должна знать, что мы будем отвечать за свои обязательства и за обязательства наших союзников, и России придется ответить за свои действия.
Еще одни слушания, которые состоялись сегодня на Капитолии, это по поводу кандидатуры Джеффа Сэшенса, сенатора-республиканца из Алабамы, на пост генерального прокурора США. Я напомню нашим зрителям, в Америке этот пост эквивалентен министру юстиции, то есть, опять же, очень важная фигура. И, в частности, здесь тоже есть противоречие, потому что 30 лет назад тот же Сенат не утвердил кандидатуру Сэшенса на пост федерального судьи, потому что некоторые из его тогдашних высказываний можно было расценить как проявление расизма. Ну, Сэшенс все эти обвинения отвергает. Он говорит, что наоборот, поскольку он вырос на юге, он своими глазами видел расовую дискриминацию и с тех пор, конечно же, изменил свою позицию и выступает полностью против нее. И наоборот, говорит, что будет бороться, в частности, например, за ужесточение законов по иммиграции. Но это, опять же, вызывает опасения правозащитных групп, которые думают, что если Сэшенс станет генеральным прокурором, то законная защита нелегальных иммигрантов, а также национальных и расовых меньшинств может быть под угрозой. Роман? Да, Вадим, благодарю. Как раз сейчас выступают противники Джеффа Сэшенса в прямом эфире. Мы можем наблюдать за этим. Вадим, спасибо. Вадим Алинчев, слушник по вопросу утверждения Рекса Тиллерсона и Джеффа Сэшенса в будущее правительство Дональда Трампа. Теперь перейдем к экономическим темам. Сегодня эксперты Всемирного экономического форума опубликовали прогноз на 2017, в котором назвали главные риски наступившего года. Подробно об этом пойдет речь в проекте «Время, деньги». Его ведущий Борис Кольцов присоединяется ко мне из нашей нью-йоркской студии. Борис, приветствую. Так в чем эксперты ВЭФ видят наибольшую угрозу? Ром, привет. Ну, на первом месте экологические угрозы и на втором геополитические. В числе экологических называют как природные какие-то катаклизмы, так и возможные экологические катастрофы по вине людей. А что касается геополитических, то это все мы наблюдаем ежедневно в новостях. Здесь и угроза терактов, и межгосударственные конфликты, и, что характерно, неэффективное управление в странах. Так что, ну, это как бы то, что на первом месте, но там список достаточно большой, поэтому рекомендую послушать наш материал в программе. Да, обо всем подробно буквально через 4 минуты в проекте «Время, деньги» из нашей нью-йоркской студии. Борис, спасибо, увидимся в эфире. И еще одна тема. Сегодня главный герой новостей Дональд Трамп, а вот накануне вечером главным героем в информационном пространстве был Барак Обама. Уходящий президент выступил с прощальной речью, специально для этого приехав в Чикаго, где он начинал свою политическую карьеру. 50-минутную речь 44-го президента выслушал Андрей Деркач. Андрей, тебе слово. Спасибо, Рома. Обама мастер создавать атмосферу в своих речах. На этот раз она была особенно сильна, и это была действительно атмосфера прощания. Казалось, что он подводил итоги не столько 8-летнего президентского срока, сколько всей своей жизни или даже эпохи. Как водится, в таких случаях герои обращаются к своим истокам. Именно это и сделал Обама, вернувшись в место начала своей политической карьеры в Чикаго. Именно на этих улицах я видел, что значит сила веры и чувство собственного достоинства, трудящихся в условиях борьбы и потерь. Именно здесь я узнал, что перемены приходят только тогда, когда обычные люди находятся в одной связке, когда они не безразличны и когда они объединяются, чтобы требовать перемен. С первых же минут выступления 44-го президента США стало понятно, что его речь будет объединяющей. Обама словно хотел поставить ее в противовес риторике предыдущих президентских выборов, которая разделяла американцев. Связующим звеном всего выступления была идея демократии. Президент называет ее даром, свободой осуществлять свою мечту через пот, тяжелый труд и изобретательность. Подводя итоги своего президентства, Обама сказал следующее. Если бы 8 лет назад я сказал вам, что Америка преодолеет великую рецессию, возродит автомобильную промышленность и начнет создание большего, чем когда-либо в истории количества рабочих мест, если бы я сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, без единого выстрела закроем ядерную программу Ирана, ликвидируем вдохновителя событий 11 сентября. Если бы я сказал вам, что мы победим в борьбе за равенство браков и добьемся того, что еще 20 миллионов наших соотечественников получат медицинскую страховку, то вы бы сказали, что мы ставим слишком высокие цели. В очередной раз Обама сделал акцент на мирной передаче власти следующему президенту, одном из ключевых принципов американской политической системы. И хотя он не делал прямых выпадов в сторону Дональда Трампа, критика читалась между строк. Так президент затронул проблему иммигрантов и призвал к более лояльному отношению к ним.
Еще один ответ Трампа связан с темой глобального потепления. Напомню, что будущий президент отрицает само существование проблемы. У наших детей уже не будет времени обсуждать вопрос существования климатических изменений. Они будут иметь дело с его последствиями, большим количеством экологических катастроф, экономических потрясений, с наплывом беженцев, ищущих убежище. Отдельное место Обама отвел теме внешних угроз. Были упомянуты и терроризм, и угроза демократии в мире, и даже названы страны, которые представляют опасность для мирового порядка, который поддерживают Соединенные Штаты. Такие наши соперники, как Россия или Китай, не смогут иметь такое же влияние в мире, как мы. Только если мы не отступимся от своих позиций и не пойдем навстречу одной большой стране, которая запугивает более мелких соседей. Несмотря на пафосность момента, речь Обамы казалась очень личной. Это была речь друга, дающего мудрые советы. В конце выступления президент тепло поблагодарил своих соратников, коллег и жену Мишель, во время обращения которой он даже поддался эмоциям, что не ускользнуло от телекамер. Чем займется Обама после 20 января? Главное, по его мнению, то, что он по-прежнему будет активным гражданином США. Вообще, с рассуждениями о жизни после президентства Обама относится с долей юмора. Так он недавно пошутил, что готов работать в компании, занимающейся продажей музыкальных треков. На что отреагировала Spotify, опубликовав вакансию с требованиями, которые удовлетворяет только один человек в США, и это президент Обама. Напомним, в августе прошлого года Белый дом распространил 2 музыкальных чарта, лично составленных президентом США. У меня все, Рома. Для всех, кто пропустил речь президента, заходите на сайт «Голос Америки» или на наши страницы в социальных сетях. Там речь есть с записью и с синхронным русским переводом. Ну а прямо сейчас мы передаем слово в Нью-Йорк проекту «Время, деньги». В ближайшие 15 минут на канале «Настоящее время» новости экономики и бизнеса из финансовой столицы мира. Я Борис Кольцов. Это проект «Время, деньги». В этом выпуске. На мировых рынках сохраняется разнонаправленное движение, но бычий тренд преобладает. Что ждет мировую экономику в наступившем году? Прогноз Всемирного банка. И основные риски 2017-го от аналитиков Всемирного экономического форума в Давосе. Фондовые индексы Китая снижаются сегодня второй день подряд. Шанхай Композит ушел в минус почти на 1%. Примерно такую же цифру, только со знаком плюс, продемонстрировал гонконгский Хан Сенг. Эксперты отмечают, что его рост продолжается уже 5-ю сессию подряд. Японский Никкей за сегодня практически полностью отыграл вчерашнее падение. Европа демонстрирует умеренный рост. Американские индексы также после открытия находятся в зеленой зоне. Эксперты продолжают изучать первые отчеты компании за 4-й квартал. Каким он будет, нам расскажет сейчас экономический обозреватель «Голоса Америки» Джилл Маландрина. Джилл, привет. Спасибо, что нашла время заглянуть к нам. Итак, твой прогноз по финансовым отчетам за 4-й квартал. С того момента, как Трампа выбрали новым президентом, акции банковского сектора выросли на 17%. И я думаю, что после начала сезона отчетов в пятницу, когда отчитается JP Morgan, моментум будет подхвачен, и сектор продолжит свой рост. Растущие процентные ставки – это хорошо для банковского сектора, потому что это увеличивает чистую маржинальную ставку и помогает банкам улучшить баланс. Также экономическая ситуация в стране улучшается, и на кредитном рынке тоже все неплохо. Я думаю, мы увидим уверенную позицию таких крупных игроков, как Wells Fargo и Bank of America. 2016 год был полон событиями не только для трейдеров, но и для нас с вами. 11 февраля рынки были в минусе на 14%, но в конце года с учетом дивидендов рынки закрыли год в плюсе на 12%. Сейчас ключевым моментом будет являться отчетность за 4-й квартал. Смогут ли компании продолжить позитивную отчетность, показанную ранее? Скорее всего, мы увидим позитивные цифры в промышленном и высокотехнологическом секторах, так как они являются
являются циклическими. И, конечно же, компании финансового сектора должны также хорошо отчитаться. Сейчас надо обратить внимание на прогнозы компаний, также нам надо еще пережить первые 100 дней президентства Трампа. Его политика относительно дерегулирования налогообложения и других аспектов пока не очень ясна, поэтому прогнозы компаний, скорее всего, будут носить очень осторожный характер, и реальные показатели могут оказаться лучше ожиданий. Конечно же, мы можем увидеть небольшую коррекцию. Это будет вполне здоровым признаком растущего рынка, но, скорее всего, позитивный тренд на рынке в этом году продолжится. Спасибо огромное за такой подробный рассказ, и, как всегда, рад видеть у нас в программе. Всемирный банк ждет ускорения роста мировой экономики в наступившем году. Авторы доклада о перспективах мировой экономики связывают это с тем, что восстановление цен на нефть и сырьевые товары ослабило давление на сырьевых экспортеров развивающихся рынков, а болезненная рецессия в Бразилии и России подошла к концу, передает Forbes. Всемирный банк ожидает восстановления роста реального ВВП в новом году до 2,7% с минимума после финансового кризиса в 2,3% в прошлом году. Рост развитых экономик, как ожидается, ускорится до 1,8% с 1,6% в 2016. Тогда как расширение ВВП развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой ускорится до 4,2% в новом году, что на 0,8% больше, чем в прошлом. В связи с новыми данными президент группы Всемирного банка Джим Йон Ким отметил: после нескольких лет разочаровывающего роста мировой экономики мы рады видеть на горизонте улучшения экономических перспектив. Он также добавил, что теперь настало время воспользоваться этим импульсом и увеличить инвестиции в инфраструктуру и людей. Между тем, надо иметь в виду, что прогноз не учитывает влияние различных политических предложений избранного президента США Дональда Трампа, которые могут повлиять на развитие экономики как внутри страны, так и за ее пределами. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП США на уровне 2,2% в новом году против 1,6% в прошлом году. Но увеличение может быть существенно выше и иметь последствия далеко за пределами США. Ускорение темпов экономического роста в США, будь то вследствие экспансионистской фискальной политики или каких-либо других причин, может дать мощный толчок к развитию мировой экономики, говорится в сообщении банка. Однако это может привести к повышению процентных ставок и ужесточению финансовых условий, что окажет негативное воздействие на некоторые страны с развивающейся рыночной экономикой, которые в значительной степени зависят от внешнего финансирования. Кроме того, по сообщению банка, сохраняющаяся неопределенность в отношении курса экономической политики США может оказать давление на мировой экономический рост из-за сокращения инвестиций. Интересные тенденции отмечаются и в Азии. Всемирный банк сообщил, что рост ВВП Китая замедлится еще на 0,5% с 6,7% в прошлом году. Однако экономический подъем ждет некоторые страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Таиланд. Темпы экономического роста в Индии, как ожидается, ускорятся до 7,6% с 7% в 2016 благодаря реформам, которые помогут устранить проблемы, связанные с внутренним предложением и содействующие повышению производительности. Ну а о том, что ждет еврозону в наступившем году, в комментарии финансового аналитика Гэри Шиллинга. Европейскому центральному банку приходится иметь дело со все еще слабыми, но уже стабилизировавшимися экономиками стран, входящих в еврозону. Сейчас мы видим много экономических и политических проблем. Выход Великобритании из Евросоюза принес много волнений на рынках. В этом году состоятся выборы в Нидерландах, Германии, Италии и других странах Европы. Безусловно, в Европе присутствует сейчас много неопределенности, и Европейский центральный банк всеми силами пытается решить присутствующие проблемы, особенно с итальянскими банками. Я думаю, ЕЦБ продолжит политику количественного смягчения. Они даже подходят вплотную к лимиту покупок. Но надо понимать, что ЕЦБ всегда может еще больше повысить лимиты и начать покупать еще большее количество ценных бумаг из стран с более слабыми экономиками на юге Европы, если на это будут основания. Если мы не увидим больших политических потрясений в этом году, сейчас в основном экономики стран Евросоюза выглядят стабильно, в отдельных случаях даже наблюдается рост. Я думаю, в сложившейся ситуации евро будет слабым. Объяснить это можно не только большей неопределенностью в Европе по сравнению с США, но и тем, что ЕЦБ заинтересован в слабом евро.
Они этого очень хотят и уже долгое время работают над тем, чтобы понизить курс, для того, чтобы сделать экспорт товаров из еврозоны более привлекательным для покупателей, а импорт более дорогим, что позволит производству на внутреннем рынке вытеснить импортные товары. И я думаю, это то, чего они хотят достичь с помощью проводимой сейчас монетарной политики. В руководстве Роснефти накануне сообщили, что право распоряжаться 19,5% акций компании получила зарегистрированная в Сингапуре QHG Shares. Это тот самый пакет акций, который в декабре прошлого года выкупил консорциум в составе катарского государственного инвестфонда и швейцарского нефтетрейдера Glencore. Основание, в силу которого компания приобрела право распоряжаться долей, наступило 15 декабря 2016 года. По информации Интерфакса, учредителями QHG Shares являются тот самый Glencore и суверенный фонд Катара. РБК сообщает, что Glencore в начале декабря зарегистрировала 3 компании, в названии которых есть аббревиатура QHG. При этом партнером каждой из них указана компания Qatar Holding, принадлежащая катарскому фонду. Еще в конце декабря ведомости писали о том, что у компании Роснефть могут появиться новые зарубежные акционеры, помимо Qatar Investment Authority и Glencore. По данным источника издания, консорциум может перепродать часть выкупленных акций. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд. Один из источников говорит, что войти в капитал Роснефти очень хотел фонд Мубадала из Объединенных Арабских Эмиратов. Интерес к Роснефти объясняется тем, что цена на нефть растет после соглашения ОПЕК и не входящих в нее стран об уровне добычи. Кроме того, российская компания теперь будет платить акционерам не 25%, а 35% чистой прибыли. Напомню, что сделку, которую хвалили премьер-министр и президент Российской Федерации, критикуют независимые аналитики за непрозрачность, сравнимую с залоговыми аукционами 1990-х годов, когда российские банки якобы кредитовали бюджет и получали в залог акции лучших предприятий, но выдавали кредиты за счет средств госбюджета, хранившихся в этих банках. Российские операторы сотовой связи начали операции на рынке микрокредитов. Как сообщает РБК, компании Билайн и МТС теперь предоставляют своим абонентам микрозаймы, сотрудничая с микрофинансовыми организациями. Получить кредит можно на телефон или на банковскую карту. Билайн предлагает от 3 до 15 тысяч рублей под 2% в день. Срок кредита от недели до месяца. Сервис осуществляется с партнером компании ООО МКК «Ваш успех». В МТС микрокредиты пока называют пилотным проектом. Компания предлагает клиентам небольшие суммы, которые можно потратить на пополнение счета мобильного телефона либо на другие мобильные сервисы. Представители оператора сотовой связи отмечают, что в более масштабную стадию проект перейдет весной этого года, и микрокредиты станут одной из функций единого приложения для финансовых услуг. По мнению экспертов, на которых ссылается РБК, сотрудничество мобильных операторов с микрофинансовыми организациями может быть как прощупыванием новых рынков, так и маркетологическим экспериментом. При этом в Билайне и МТС подтверждают, что готовы расширять сотрудничество с организациями, предоставляющими микрозаймы. Эксперты Всемирного экономического форума опубликовали доклад о глобальных рисках на 2017 год, в который вошли прогнозы 750 экспертов из разных областей экономики, геополитики, народонаселения и охраны окружающей среды. Все подробности у Ольги Логиновой. Эксперты Всемирного экономического форума рассмотрели 30 самых значимых мировых рисков и 13 глобальных тенденций, которые могут значительно повлиять на ход развития человечества в ближайшие 10 лет. Главными тенденциями прошлого года были избрание популистских лидеров, потеря веры в социальные институты и нарушение взаимодействия и партнерства на международном уровне. В новом году главную угрозу человечеству несут экологические и геополитические проблемы. Журналисты РБК ознакомились с докладом и определили 5 категорий рисков на 2017 год. Экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.
Десятки наиболее вероятных рисков Нового года, 3 из сферы экологии и 3 из геополитики. При этом экологические риски приоритетнее. 2 из них вошли в топ-3 глобальных рисков. Это экстремальные погодные явления и масштабные стихийные бедствия. В десятку вошли также риски антропогенных экологических катастроф. Вторая по значимости категория рисков – геополитика. Среди них самые опасные – крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление. Возрастанию геополитических рисков способствует целый ряд факторов, в их числе односторонний подход к решению международных вопросов вместо необходимых коллективных усилий мирового сообщества. Кроме того, страны открыто обвиняют друг друга во вмешательстве в свои внутренние дела. Геополитической напряженности способствует и неэффективность государственных властей. В Сирии она спровоцировала гражданский конфликт, который заставляет людей мигрировать в страны, испытывающие серьезные экономические проблемы, такие как замедляющийся рост ВВП и усиливающееся неравенство, приводят пример эксперты форума. Риски конфликтов усугубляются технологическими новшествами. На третьем месте как раз риски технологические, мошенничество с личными или служебными данными или их хищение, достигшее беспрецедентных масштабов. В числе наиболее вероятных технологических рисков ближайшего десятилетия эксперты назвали масштабные кибератаки. Они также сходятся во мнении, что в ближайшие годы деструктивное влияние технологий на непроизводственные отрасли экономики лишь усилится. Стремительное развитие робототехники, сенсоров и машинного обучения будет вытеснять человеческий труд из сферы услуг. В десятку также вошли риски социальные и экономические, масштабная вынужденная миграция и незаконная торговля, включая отмывание денег и контрабанду. Число 13 тенденций, которые могут усилить глобальные риски или изменить соотношение между ними, эксперты Всемирного экономического форума включили стареющее население, изменение роли международных структур, ухудшение состояния окружающей среды и климата, прирост среднего класса в странах с формирующейся экономикой, усиление национально ориентированных настроений, усугубляющуюся популяризацию общества, рост числа людей, страдающих хроническими болезнями, увеличение зависимости от цифровых технологий, растущую географическую мобильность населения, увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми, смещение центров силы, а также усиливающуюся урбанизацию. На сегодня у нас все. Завтра продолжим. До встречи. Настоящее время Америка. Мы благодарим коллег из Нью-Йорка и продолжаем эфир из Вашингтона. В студии с вами по-прежнему Роман Мамонов. Крупнейшие автопроизводители пересматривают свои планы на американском рынке на фоне смещения акцентов от малых и средних авто к внедорожникам. Это отчетливо продемонстрировала нынешняя экспозиция Детройтского автосалона, где известные марки Toyota, General Motors и Volkswagen делают ставку на полноприводные модели. По мнению специалистов, в ближайшем будущем такие модели составят 2/3 продаваемых в США автомобилей. Продажи седанов падают, и автодилеры все чаще дают предпочтение их более мощным конкурентам. Дешевое топливо и растущий спрос на внедорожники поставили производителей седанов в неловкое положение. Компании вынуждены отказываться от постройки новых заводов, ориентированных на производство легковушек. Стремясь подстроиться под изменчивый рынок, производители переоборудуют мощности под новые модели, внедряя внедорожники в сегменты, ранее всецело принадлежавшие седанам. Так, корпорация Nissan представила на шоу модель Rogue Sport, американизированную версию кроссовера Qashqai, предоставив любителям небольших легковых машин возможность пересесть на полный привод. Внедорожники активно внедряются и в сегмент люксовых моделей. В прошлом году 43% продаж немецкого концерна BMW пришлись на полноприводные модели, а в этом году, как ожидается, достигнут 50%. У Toyota эта цифра составит 63%. Ford возрождает популярную в 90-х годах модель Bronco, а Fiat Chrysler возвращает линию рамных джипов.
Во вторник автошоу в Детройте посетил вице-президент США Джо Байден. Он прошелся по стендам нескольких автокорпораций и даже посидел за рулем новых моделей, отдав должное автопроизводителям за их усилия в возрождении американского автопрома. Автомобильный сектор возродился благодаря работникам индустрии. Это они заставили его работать. Это их заслуга и неоценимый вклад. На салоне, как обычно, объявили победителя конкурса «Североамериканский автомобиль года». Среди легковушек победу одержал электромобиль Chevrolet Bolt, а среди утилитарных автомобилей – минивэн Chrysler Pacifica, обошедший кроссоверы Jaguar F-Pace и Mazda CX-9. Лучшим пикапом года стала Honda Ridgeline. В числе финалистов оказались также Ford F-Series и Nissan Titan. Америка была и остается страной автомобилистов, и, конечно, салон в Детройте очередное тому подтверждение. Но в последние годы на улицах американских городов появляется все больше велосипедистов и даже, не поверите, пешеходов. И в этом году на выставке электроники в Лас-Вегасе были представлены любопытные транспортные средства с питанием от батареи, пригодные для велосипедных дорожек и даже для обычных тротуаров. И все подробности в нашем следующем репортаже. Движущиеся платформы, подобные двухколесному и одноколесному сегвею, уже можно увидеть на улицах городов по всему земному шару. Сегодня изобретатели мечтают о летающем скейтборде. Мощные батареи и легкие материалы наконец приблизили эту идею к реальности. Участники выставки в Лас-Вегасе словно катаются на волнах прибоя. По словам ребят, научиться кататься на такой одноколесной доске не так просто, однако со временем балансировать на ней становится довольно легко. Ускорение происходит при наклоне вперед, торможение при легком наклоне назад. Изобретатель хаверборда Роберт Биглер говорит, это его мечта, которая стала реальностью. Я мечтал о самом маленьком личном средстве передвижения. Я хотел кататься по суше, как по волнам. И у меня все никак не удавалось добиться этого с помощью одного колеса. Хаверборд работает на двух съемных батареях, которые заряжаются за час. На такой доске вы можете проехать 32 километра со скоростью 10 километров в час. Новейшая версия GeoBlade стоимостью $1500 выйдет в марте этого года. Для тех, кто все-таки побаивается кататься на одном колесе, есть трехколесные варианты с рычагами для рук. Скутер Cycleboard гораздо проще в управлении, поскольку в частности он обеспечивает ощущение большей стабильности. Вы наклоняетесь, и вместе с вами Cycleboard поворачивает туда, куда вы наклонились. Cycleboard может проехать 40 километров со скоростью 32 километра в час. Он даже может вести за собой легкий трейлер. Стоимость такой модели составляет $1500. Изобретатели думают и о нуждах людей с ограниченными возможностями, выпуская все более легкие в управлении модели мобильных кресел. Вот эта коляска может маневрировать даже в стенах небольшого дома. У нас 24 независимых друг от друга колеса, и соприкасаясь с землей, они начинают вращаться. Таким образом, вы можете развернуться на площади меньше метра. Эта коляска оснащена двумя моторами с отдельными подвесками. У нее только два элемента управления – джойстик для движения и выбора траектории и небольшой рычаг регулирования скорости. Коляска достаточно мощная и стабильная для преодоления небольших препятствий. Стоит она недешево, порядка $15 000, однако страховые компании готовы оплачивать половину этой суммы при покупке некоторых ее моделей. Теперь к другим темам. Джордж Лукас построит в Лос-Анджелесе музей «Звездных войн», а в Китае в честь Люка Скайуокера назвали обезьяну. Об этом и прочем, как всегда, расскажет наш светский обозреватель Максим Москальков. Макс, ждем подробности. Привет, Рома! Знаменитый кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе музей нарративного искусства, где, помимо всего прочего, разместит коллекцию экспонатов со съемок киносаги «Звездные войны». Об этом рассказал мэр города Ангелов Эрик Гарсетти. Стоимость музея составит около $1 миллиарда, причем проект будет профинансирован самим режиссером. Благо, деньги на это у голливудского маэстро имеются. В 2012 году Лукас продал свою легендарную звездную франшизу киностудии Walt Disney за $4 миллиарда. В музее Лукас разместит личную коллекцию артефактов со съемок «Звездных войн», костюмы героев, в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера, а также более 10 000 иллюстраций к фильму. Изначально Лукас хотел создать музей в Чикаго, затем в Сан-Франциско, однако в итоге выбор пал именно на Лос-Анджелес. Здание будет построено в районе Экспо-парка, где уже располагаются многочисленные выставочные комплексы. Музей будет представлять собой футуристическое здание обтекаемой формы, напоминающее космический корабль. Тем временем у актера Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайуокера в оригинальной трилогии и 7-м эпизоде киносаги, появился повод для радости. Или для огорчения. Китайские приматологи открыли новый вид гиббонов и назвали зверушек в честь Люка Скайуокера.
На это известие актер саркастически отреагировал у себя в Твиттере. «Так горжусь этим. Сначала игрушка-дозатор, затем почтовая марка, теперь это». Впрочем, ученые рассказали, что они назвали приматов скайуокерами вовсе не из-за внешнего сходства, а просто потому, что они являются большими поклонниками «Звездных войн». В Лондоне состоялась мировая премьера третьей части экшн-франшизы «Три икса» с Вином Дизелем в главной роли. Первая часть вышла в 2002 году и стала одним из самых кассовых фильмов США. Зрителей снова ждут яркие спецэффекты, перестрелки и погони. Ведь главному герою, Ксандру Кейджу, предстоит найти секретное оружие ящик Пандоры и спасти человечество от гибели. Мой герой помог мне вернуться в форму, ведь он искатель острых ощущений. Он наслаждается жизнью, это послужило для меня хорошей мотивацией. Фильм выходит в прокат 18 января. Ни дня без хороших новостей для фильма «Ла Ла Ленд». На сей раз мюзикл номинирован на премию гильдии американских продюсеров. Помимо «Ла Ла Ленда» на награды также претендуют «Дэдпул», «Ограды», «Прибытие», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря» и другие картины. Лауреаты премии станут известны 28 января. На сегодня у меня все. Рома. Спасибо, Макс. Продолжим про Голливуд, где, как ни в Лос-Анджелесе, можно ощутить вкус сладкой жизни. В переносном и прямом смысле. Недавно там прошел целый фестиваль сладостей, удививший даже самых искушенных сладкоежек. Бекон в шоколаде, пахлава из золота. Эти и другие кулинарные эксперименты заставили распрощаться с диетой и нашего корреспондента Ангелину Багдасарян. Копченый фундук, ростки пшеницы, лепестки роз и фиалок – лучшее сочетание к шоколадно-карамельному мороженому, уверена шеф-повар Маргарет Келлас. Свой десерт она называет «Californian Style». Не просто вкусно, а еще и не калорийно. Но вот тут может быть всего 10 калорий. А вот коллега Маргарет по сладкому цеху, шеф Джейсон, любит покалорийнее. Его десерт – просто находка для гурманов – томленный бекон в молочном шоколаде. Вы берете бекон и жарите его долго, и потом охлаждаете его и покрываете шоколадом. Я люблю бекон и я люблю шоколад. Я соединил их и попробовал, и мне понравилось. Пока одни повара соревнуются, у кого вкуснее, шеф Кайен рисует маслом какао на конфетах. Я вручную разрисовал каждую эту конфету. Добавил экстракт масла какао в шоколад, добавил краски и все это украсил. Такой шоколадно-десертный фестиваль проходит в Лос-Анджелесе уже в 9-й раз. На нашем фестивале более 50 шеф-поваров. И на каждого по 50 фунтов шоколада. И примерно получается, что в этом зале около 3000 фунтов шоколада. Почти 1400 килограммов. Гости фестиваля гурманили вовсю и просили пока не напоминать о диетах. И не говорите мне про диеты до конца января. Сейчас время праздников, и это здорово. Ешьте все и получайте удовольствие от этого. Сладости американские, итальянские и, конечно же, средиземноморские. А это стол с восточными сладостями от армянского шеф-повара. Изюминка этого стола – золотая пахлава. Удивлять так удивлять, решила кондитер Эмма Тамбулян и позолотила свою восточную сладость съедобными драгоценностями. Это все абсолютно съедобно, и золото тоже. А этот шоколад от Марии Шараповой. Тут и горький, и молочный. Как говорят представители бренда, теннисистка-сладкоежка. Шоколадное пиршество длилось 3 часа. А все собранные на этом фестивале деньги организаторы отправили в детский благотворительный фонд. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжабитян. Настоящее время. Америка. Издевательство сплошное. Как вы себе представляете спасателя? Наверняка ловким и мускулистым героем, способным бесстрашно войти в огонь и воду, но оказывается, для истинных героев нет ограничений по возрасту. Это лишний раз доказал 85-летний житель штата Техас, спасший 2 женщин из горящей машины. В округе Берлисон, штат Техас, 85-летний мужчина спас 2 женщин, которые попали в аварию. Пожилой мужчина, который сам ходит с трудом, стал свидетелем аварии. Машина перевернулась и загорелась в 2 шагах от двора его дома. Машина перевернулась вот тут и сразу загорелась. Я достал свою трость, увидел, что женщина не может выбраться из машины, и помог ей. Он ни секунды не раздумывал и побежал на помощь. Молодая женщина, находящаяся за рулем, не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась прямо во дворе дома Линдела Марбута. Пока сиделка пожилого мужчины Сондра Янг бежала к соседям, чтобы позвонить в службу спасения, Марбут сумел вытащить водителя автомобиля и ее пассажирку из горящей машины. К тому времени, как к месту аварии приехали пожарные, обе женщины находились в безопасности.
То, что он сам сумел их вытащить, просто невероятно. Если бы он им сразу не помог, все закончилось бы печально. Представители Управления общественной безопасности отметили, что обе женщины серьезно пострадали, но их жизни ничего не угрожает. Сам Марбут утверждает, что не чувствует себя героем. Если было бы нужно, я бы сделал это еще раз. Настоящие герои настоящего времени. Спасибо, что вы были с нами. Впереди в эфире час Тимура Олевского. Не переключайтесь.